Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Мы можем сейчас сказать, покинул нас месяц Рамадан. Может быть, здесь у нас еще шанс сегодня ночью, может и не будет. Потому что 29-й день заканчивается. 29-й день заканчивается. Через несколько минут или через час мы узнаем, завтра будем поститься или завтра будет праздник. Из этого, братья мусульмане, мы, алхамдулиллах, целый месяц Рамадан были с вами, делали напоминание, отношение к мусульманам, отношение к родителям, исправить свой нрав. Иншаллах, сегодня коротко, общем, поитожим и скажем, какие деяния мы можем делать, чтобы укрепить общую связь между мусульманами, любовь между мусульманами. Аллах в Коране говорит, напоминая нам то благодать, которую Он нам дал посредством через ислама. Посредством ислама, который то благодать, напоминает, говорит, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Аллах Субхану ва Та'аля объединил между их сердцами. Это благодать Аллах Субхану ва Та'аля рассказывает пророку, саллаллаху алейхи вассалам. Смотри, لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Если даже, говорит, то, что на земле было, все бы ты расходовал бы, ты не смог бы, говорит, это объединить между их сердцами. Но Аллах это сделал, объединил. Из этого пророк, саллаллаху алейхи вассалам, тоже сказал, «Аль-му'мин я'ляф ва ю'ляф». Верующий человек сам тоже с людьми, хорошими отношениями находит общий язык, и мусульмане с ним тоже находят. «Валя хайр», нет добра фи ман ла я'ляф ва ла ю'ляф. Нет добра тому человеку, который не может найти хорошие отношения с мусульманами, и мусульмане не могут с него найти хорошие отношения. «Ва хайрун нас», лучший из людей кто? «Анфа'ухум линнас». И тот, который более помогает и полезен для людей. Из тех деяний, которые человеку помогают, чтобы их сердца объединились, первый – тибуль калам ва илянату, мягкость в словах и хорошие слова. Аллах в Коране говорит, «Вакул ли ибади якулу аллатихи ахсан». Скажи моим рабам, чтобы они сказали хорошее. «Инна шайтана янзагу байнахум». Поистине шайтан между ними сеет розни. «Инна шайтана кана лил инсани адувам мубина». Явным врагом. Поистине шайтан был для человека явным врагом. Говори благое, мягко, красиво. Не хватает, что ты говоришь истину. Я же прав, так кричат некоторые. Я же истину говорю. Не хватает истины, говорит истины. И так горькая, не увеличь его горечь своим нравом, плохим преподношением. Мягко, красиво объясняй. И пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, «Лайса аль-му'мин бит-та'ан, валя аль-ла'ан, валя аль-фахиш, валя аль-бади». Не является верующим человеком бит-та'ан, который постоянно кого-то порицает, ругает и проклинает, и плохими словами говорит, сквернословит, валя аль-бади, который плохие слова говорит, матукается. Это не является верующим человеком, пророк, саллаллаху алейхи вассалам. В другом хадисе говорит пророк, «Инна Аллах юбгиду аль-фахиш аль-бади». Поистине Аллах юбгид, гневается, ненавидит аль-фахиш аль-бади, который делает непристойные дела, говорит непристойные слова, матукается, ругается. Этого ненавидит Аллах субханаху ва та'аля. Второе, то, что из этих деяний, которые приближают сердца верующих людей, чтобы у человека был нрав, стыд. Стесняется человек. Это очень хороший нрав. Человек, когда стесняется от своих грехов, грешит, стесняется, говорит плохие слова, стесняется. И пророк, саллаллаху алейхи вассалам, более стеснялся, чем девочка, которая в своем доме бывает незамужняя девочка, чем это даже больше стеснялся пророк, саллаллаху алейхи вассалам. Когда видел, что-то ему не нравится, мы его лице знали, даже это говорит, стеснялся пророк, саллаллаху алейхи вассалам. Когда человек стесняется, человек будет сдерживать свой язык от плохого, будет хорошее говорить. Третье, с людьми
общаться, хорошо относиться, с ним шутить, играться в меру. Это что? Это все является из тех деяний, которые человек приближает к другому человеку, объединяет сердце. Даже пророк, саллаллаху алейхи вассалам, шутил с детьми, с подвижником пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Абу Умайра была птица, Нугайр. Он умер. И в руках она умерла, эта птица. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, шутя ему говорит: «Я Абу Умайр, ма фааля Нугайр». О, Абу Умайр, что сделала твой Нугайр, твоя птица что сделала? Даже с улыбкой встречал тех некоторых людей, которые недостойны этому. Чтобы эту дорогу поставить для своих сподвижников, табиинов, мусульман, чтобы они тоже также относились к мусульманам, даже если он чуть грубый, если даже этот мусульманин является чуть-чуть трудным характером, с ним хорошо относиться, улыбки встречать, это является из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Четвертое, человек, чтобы следил за свое сердце, что там не было ни ненависть, ни зависть, постоянно очищать его, покаяться перед Аллахом субханаху ва тааля, чтобы не было ни зависти, ни гнев против мусульманина. Злопамятность, чтобы не было. И пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит, хватает зло, говорит, для мусульман другого злого не было бы, унижать своего верующего брата мусульманина. Унижать брата мусульманина, другого зла не было бы, этого даже хватило бы, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалам. Пятое, закрывать двери сплетничества. Если кто-то тебе сплетничать пришел, остановить это, даже не стараться углубляться в этом, даже поругать его. Как Хасан аль-Басри сказал, шайтан другого не нашел, что ли, говорит, чтобы это ко мне донести, кроме тебя. Потому что этот человек отправляет шайтан, донеси до него, про него тот плохо сказал. Эти двери закрывать. Как Аллах в Коране говорит: «Я айюхаллазина аману, ин джаакум фасикум бинабаин фатабайяну». Если к вам придет нечестивец с каким-то вестью, вы, говорит, уточняйте это. Сразу не берите его, что это является правдой, и не ругайте другого человека, выясняйте эту ситуацию. Если ты хочешь, говорит, что в твоем сердце не было ненависти, не зависть к другому человеку, ты эту дверь закрывай. Не слушай, если к тебе донесли про кого-то плохое, или он про тебя какое-то плохое сказал. Как некоторые салафи сказали, эти люди, говорят, которые доносчики, сплетники, когда хорошее видят, они закрывают, скрывают это хорошее. Когда плохое видят, они это распространяют и рассказывают. Если ни плохое, ни хорошее от него не увидели, сами врут на него и рассказывают про него плохое. Из-за этого, братья мусульмане, это завещание, которое мы делали, наставление, которое мы делали в течение Рамадан месяца, это завещание и наставление, которое нам нуждается это наставление, которое нам нужно в течение нашей всей жизни. Это можно даже это напоминание других дней тоже послушать, заряжать себя, чтобы это были для вас зарядкой, чтобы работать на пути Аллаха. Пусть Аллах Субхану ва Тааля примет от нас и от вас месяц Рамадан. И Аллах Субхану ва Тааля простит наши грехи и освободит нас от огня ада. Сделает нас всех с теми людьми, которые воскресят Аллах Субхану ва Тааля, с пророками, сиддиками, шухадаами, ва хасуну улаика рафиqa. О Аллах Субхану ва Тааля, дай победу верующим мусульманам. О Аллах, дай победу нашим братьям в Газе, прими их, убитых шахидами, раненых исцели. Я Раб, Я Аллах, прости наши грехи наших родителей. О Аллах, прости за упущение этого месяца и сделайте нас с теми людьми, которые Ты освободил этот месяц от огня ада и простил. Амин, амин, амин. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншаллах, сегодня мы объявим, завтра является Рамадан, последний день Рамадана или же праздничный день. Следите в нашем канале, Телеграме, Инстаграме, Ютубе, иншаллах, мы это объявим. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.